И я буду все и готовить. Тортики, салаты, бутербродики. И я буду все готовить. Ане сейчас 15, и у нее есть большая мечта – стать поваром. Диагноз синдром Дауна маленькую Аню не останавливает. Девочка верит в лучшее и всеми силами стремится к цели. Алла, мама девочки, не допускала и мысли о том, чтобы отказаться от ребенка. Они вместе преодолевают трудности и радуются каждому дню. Она любит что-то делать своими руками, делает удивительные картины, поделки удивительные. Мы посещаем много мест в городе Минске, где эти вещи ей помогают делать. Суббота – это Анин день, утро – это завтраки ее. Делает бутерброды, каши, салаты, умеет готовить круассаны, умеет какие-то такие элементарные пирожки, сырники. У улыбки нет диагноза. Такого мнения и Ангелина, мама Коли. Мальчик всегда тяготел к спорту, но заниматься серьезно не получалось. Постоянно сталкивался с предрассудками и получал отказы в разных секциях. Искать работу пришлось долго, зато поиски увенчались успехом. К нашему счастью, нам предложили работу в отеле «Ренессанс». Предложили работать помощником садовника. Но для того, чтобы приступить к работе, нам нужно пройти несколько комиссий, оформить справку. Быть может, когда-нибудь парень еще осуществит свою мечту и станет футболистом. А пока Коля, которому недавно исполнилось 18, хочет, наконец, приступить к другой интересной работе. График в отделе предлагают удобные 3,5 часа в день. Так парень будет чувствовать себя комфортно в коллективе и не уставать. Мы хотели бы видеть двоих таких людей. Хочется быть уверенным в том, что этим людям здесь комфортно. Для меня важно, чтобы и другие частные компании делали то же самое. Для многих людей диагноз синдром Дауна не приговор. И еще один тому пример – Мгер Минасян. В Беларуси он первый с таким диагнозом, кто получил официальную работу в гостиничном комплексе. Обязанности несложные – сервировать столы, убирать посуду и помещать ее в посудомоечную машину. С такого доброго пожелания начинается трудовой день Мгера. Кстати, юноша обладает и уникальными способностями. Он разговаривает на 3 языках, выступает в спектаклях, играет на клавишных. За полгода работы в отеле он успел подружиться с коллективом и сорвал овации на корпоративном празднике, когда исполнял Бетховена на синтезаторе. Я уже понял, что я достоин этого цели, что я должен работать, мне все нравится. Я чувствую, как там дома. Каждый 700-й ребенок в мире рождается с синдромом Дауна, и каждый из них по-своему уникален и талантлив. Вопреки всем стереотипам, солнечные люди, как их еще называют, могут достичь неплохих результатов в профессии. Стоит только дать им шанс проявить себя. А забота и поддержка родных обязательно помогут воплотить мечту в реальность. Игорь Тур, Юлия Кисель, Александр Власов, Андрей Мушавец. Наше утро.